В Верхневилюйске ежегодно работает летний образовательный лагерь «Тонгуачан. Мерзлотная школа». В этом году более 20 детей изучали тему вечной мерзлоты. Уже 26 лет воспитанники Тонгуачан изучают бескрайние просторы нашей Родины. В этом лагере, кроме теоретических знаний, ученики ходят на экспедиции исследовать гидронимы, названия рек и озер, искать следы древней мерзлоты и учиться работать с GPS-навигаторами. Собралась уникальная команда наставников, ученые и исследователи Арктики и криолитозоны, кандидаты исторических наук и научные сотрудники мерзлотных следопытов ждет интереснейшее лето с новыми открытиями. Как у меня педагогическая практика, любим учить дети, как рисовать карты, как можно посмотреть и спутники, какие водоем, как изменился Земля. Чтобы дети привлекли и чтобы они тоже на будущее как стали картографы, специалист по дистанционному зондированию, и чтобы посмотрели, как его жизнь изменилась по последние 20 лет, и как они могут их сохранить. И в будущем стать научные ученые, и поэтому я здесь. И для меня, как себе, чтобы получить опыт преподавания. Практические работы ведутся каждый день. Например, сегодня ребята на метеорологической станции Верхневилюйска. Я закончила бакалавриат из ПбГУ по направлению климатологии, работаю в городе Санкт-Петербург учителем географии, приехала в мерзлотную школу Алмазной провинции в село Верхневилюйск как наставник по программе метеорологии. Сейчас мы с моими ученицами пришли на метеостанцию, чтобы на практике изучить приборы, посмотреть, как они работают, как работают с этими приборами метеорологи, немножко вспомнить ту теорию, которую мы с ними проходили в классе, и применить эти знания, полученные здесь, на экскурсии, уже в своих практических работах, улучшить каким-то образом свои доклады. Ученики занимаются инженерным мерзлотоведением. Кроме этого, у нас есть направление, развивается региональная геокриология. Это когда ученики могут и добывают результаты по тому, насколько сейчас оттаяла сверху после того, как была скована морозом до поверхности родная земля, и определяют, какие же условия влияют на, скажем, то, что получается, что глубина протаивания бывает разной. И, в принципе, к важным результатам, которые мы уже достигли, это то, что, скажем, участниками, школьниками разных школ нашей мерзлотной школы уже созданы пункты длительного мониторинга на территории самого лицея, вблизи от него, и получены данные, которые являются реперными для дальнейших наблюдений на тех же ключевых участках. В первую очередь это, конечно, обустроенные логерами для регистрации на глубине 1,2 метра. Датчик там стоит теперь и находится на расстоянии примерно 150 метров от метеостанции, но на территории лицея. И на этой же глубине метеостанция Верхневилюйск тоже регистрирует температуру. Но там условия площадки метеостанции другие, потому что здесь сохранился фрагмент леса, и поэтому здесь заложена вот эта точка геотермического мониторинга в естественных условиях. Кроме этого, у нас была поездка в НАМ, и там, допустим, Алас, который называется Урас-Алах, Алас, вот он отличается
тем, что это термокарстовая котловина, где в свое время было большое озеро, а образовался талик, то есть талые грунты под дном этого озера, а потом озеро либо высохло, либо его спустили. И сейчас вот на днище этой котловины началось промерзание, и поэтому вновь образуется мерзлота, а скопление воды, превращаясь в лед, дают нам булгуняхи. Очень выразительные, по высоте 6 метров, 4 метра ребята замеряли высоту. И в пределах таких тоже образований мерзлотных были изучены участниками школы условия, то есть какая же глубина протаивания на таких участках. Кроме этого, в этом же Урасалах-Аласе также была измерена глубина протаивания на Байджарахах. И вчера была очень, значит, такая важная часть. Мы, в общем, надеюсь, создали еще один ключевой участок. Это в лесу, вблизи от территории лицея. Была измерена глубина сезонного протаивания и обнаружена тайна вечной мерзлоты, потому что с поверхности все лежит опад и ничего не видно, но под опадом ребята обнаружили морозобойную трещину. Это еще один процесс, криогенный или мерзлотный, что является синонимом эти два слова, да, который свидетельствует о том, что там, возможно, происходит формирование уже наших современных ледяных жил. Верхневилюйская центральная библиотека с прошлого года запустила проект «Будем читать и слушать». Главный продукт – аудиокниги. В озвучивании участвуют жители, отлично владеющие родным языком. Аудиокнига позволяет донести эмоциональное богатство якутского языка до широкой аудитории благодаря выразительному художественному чтению. Этот проект ставит своей целью сохранить силу и красоту якутского языка, прославить творчество писателей Якутии и передать это звуковое наследие будущим поколениям. Всем добрый день. Сегодня сбылась одна моя мечта. У нас в Верхневилюйске есть очень хороший творческий, даже креативный коллектив. Это работники нашей центральной библиотеки. Какая моя мечта сбылась? Сегодня меня пригласили быть читателем, участником проекта «Агыхка онна истехка». Сегодня мы прочитали рассказ Дмитрия Наумова. Я думаю, что в наш современный век, век таких высоких технологий, такие аудиопроекты, аудиорассказы очень нужны и не то что полезны, а удобны. Потому что не у каждого есть время прочитать. Даже большинство людей сидим на телефонах, смотрим совсем другое, интересует совсем другое. А вот такие вещи, очень интересные рассказы, классика, остается как бы в стороне. Поэтому работникам нашей библиотеки я очень благодарна, что такой проект работает, что меня пригласили быть участником, и хотела пожелать таких творческих больших идей, претворения больших интересных проектов и, конечно, большого человеческого счастья. Газовая служба Верхневилюйского ЛУСа проводит ремонтные работы. В 2026 году по социальной газификации заключено 36 договоров, из них 20 со строительными монтажными работами с выведением стояка. Также по техприсоединению есть 5 объектов. Работы планируются на август и сентябрь месяцы. Сейчас устраняются мелкие проблемы, которые произошли в зимнее время. Все 6 объектов с ремянками исправят уже на днях. По программе децентрализации котельного ЖКХ в этом году на первом этапе. Сейчас на техприсоединение тоже договор заключили с 9 абонентами, то есть планируется строительство 9 котельных. Тоже строительные монтажные работы будут в августе. До начала отопительного сезона все котельные должны запуститься.
Верхневилюйская ветеринарная служба в 2024 году получила лицензию на предоставление услуг дезинсекции, дератизации и дезинфекции. Также приобрели специальный ДУК УАЗ. И вот уже второй год приходит много заявок на обработку территории от мышей, тараканов, комаров и клещей в местах большого скопления людей, в школах, общепитах и так далее. Сегодня акарицидная обработка против клещей на территории ДЮСШ, где через пару дней начнется третий сезон лагеря. И ежегодно проводим такие работы в других социально значимых учреждениях и с индивидуальными предпринимателями работаем. У нас услуга является небольшим, за квадратный метр 6 рублей. Такие работы очень нужны и необходимы для создания безопасности людей и, в частности, школьников, детей. Парашютно-пожарная группа авиалесохраны Верхневилюйского и Вилюйского районов производит тренировочные прыжки. С самолета Ан-2 с высоты в 1 километр с парашютом прыгнули по 2 раза 30 человек. Цель таких мероприятий – это быть в форме и наготове в любой момент. Они регулярно проходят обязательные воздушные тренировки перед пожароопасным сезоном. Каждый специалист совершает от 12 до 17 тренировочных прыжков для подтверждения квалификации, отработки точности приземления на ограниченные площадки и на лес с использованием специального защитного снаряжения. Тренировочные прыжки, чтобы мы были готовы к тушению пожара. С 2012 года работаю десантником, потом 2021 уже парашютистом, инструктором. Работаю. Какой по счету прыжок? По счету уже не знаю. Много. 100 с лишним сколько-то. А в стационаре реабилитационного отделения Центра содействия семейному воспитанию имени Ивана Седалищева Верхневилюйский ежегодно получают отличный урожай. У них есть 4 большие теплицы, которые построены благодаря участиям в грантах. В этом году, кроме огурцов, помидоров и перцев, хорошо растут арбузы, дыни и тыквы. Много разных композиций из тысяч цветов украшают весь двор. Каждый день дети едят свежие овощи и получают порцию свежих натуральных витаминов. На данный момент здесь пребывают дети до 10 лет. Играючи помогают воспитателям поливать растения. К нам поступают дети с 3 до 18 лет. Во время их реабилитации в центре в летнее время учим ухаживать за овощными культурами и цветами. Практические занятия у нас проходят в игровой форме. Воспитанникам нравится узнавать новые знания и навыки по уходу за растениями. Ко дню знаний семьи, нуждающиеся в праздничном букете, приходят и сами собирают букет в нашем саду.